задачи были поставлены по всему кругу вопросов, касающихся деятельности министерства, но основной красной линией проходило то, что необходимо выстроить эффективное взаимодействие между природопользователями и общественностью в широком понимании, не только общественными организациями. В этом отношении природопользователи должны участвовать в программах развития территорий. Общественность должна знать, что происходит на их территориях. И вообще во многом конфликты с общественностью происходят из-за недостаточного их информирования. Следующий момент тоже достаточно важный – это привлечение федеральных средств на вопросы экологии и природопользования в республике, потому что очевидно, что те средства, которые сейчас поступают с федерации, их недостаточно. И, конечно же, привлечение средств из небюджетных источников, тех же природопользователей или грантовые программы. Значит, из других задач это, конечно же, в свете, опять же, и реакции общественности, это усиление надзора контроля за природопользованием и за охраной окружающей среды. Естественно, во взаимодействии с федеральными структурами, потому что у нас достаточно много предприятий природопользователей, которые подведомственны федеральным структурам, там, Росприроднадзору, например. Конечно же, все эти годы, на последующие годы будет активно реализовываться программа обращения с отходами. Из приоритетов, опять же, назову программу обращения с отходами, мы ее продолжаем реализовывать. Назову также, что в этом году мы заканчиваем программу развития и использования минерально-сырьевых ресурсов Республики Коми по нефти и газу до 2020 года и с перспективой на 2030 год. Программа, мы ее предварительно уже заслушивали, программа получается очень жизнеспособной. По перспективам, что еще можно сказать? Конечно же, это блок вопросов водохозяйственных. Это в первую очередь нам все-таки необходимо закончить нашу берегоукрепительные сооружения на Сысоле, на левом берегу. Это вторая очередь строительства на Кажемском водохранилище водоспуска. Это необходимо решить как ту ситуацию, которая складывалась весной в Усть-Цильме, связанную с затоплением населенных пунктов. Свои предложения мы в Федерацию, в Росводресурсы отправили. И по финансированию, значит, и по тем мероприятиям, которые могут быть выполнены за счет средств Федерации. Как бы мы ни относились ко всему происходящему в мире и в России, тем не менее нам даже удалось выстроить диалог с такой организацией, как Greenpeace, по этому вопросу. И я думаю, что ряд консультаций мы еще с ними проведем. Но нам важно понимать еще и то в этом диалоге, что, вот, ну, вы знаете, есть протестные настроения, что для нас важнее выходить, не выходить на улицу с плакатами и что-то безапелляционно требовать, а важнее выстроить сформировать какую-то площадку, выстроить диалог с общественностью. Вот это получается. И с местными общественными организациями, Комитет спасения Печоры, экологи Коми, и вот с такими, как Greenpeace. На 15-17 годы уменьшение произошло порядка 7%. Это не столь критично для нас, потому что все те программы, которые мы заявляли, они будут продолжаться финансироваться. В первую очередь это мероприятия по увеличению пропускной способности русел рек. Это и дноуглубительные работы, где-то расчистки, где-то берегоукрепительные работы. Здесь мы должны плотнее еще работать с муниципалитетами, чтобы определить те точки приоритетные, где действительно это необходимо делать. Это важная проблема установления границ водоохранных зон. Мы и в этом году заканчиваем по Сысоле объекты. И на следующий год запланировано и по Большой Визинге, и по Сысоле, и по Вычегде.
Это также мероприятия, связанные с охраной и использованием животного мира. Тоже попали немного к сокращению финансирования. Но, тем не менее, все это будет продолжаться. И хочется отметить, еще раз вспомнить Усть-Цильму, те мероприятия по недопущению затопления населенных пунктов. Я надеюсь, что они будут финансироваться целиком из федерального бюджета, потому что река Печора – река федерального уровня, и, соответственно, там тоже озабочены этой ситуацией. Все наши заторы, затопления потом повторяются на Нарьян-Маре ниже по течению. Поэтому заявка в Росводресурсы и в Минприроды относительно решения этой проблемы была совместная от главы Республики Коми и от губернатора Ненецкого автономного округа. Когда регионы вот так вот выступают в тандеме или в содружестве, то это всегда приветствуется на федеральном уровне и, естественно, получает какое-то продолжение. Действительно, таких точек международные эксперты определили 8 на территории республики. Мы в течение нескольких лет работали с теми предприятиями-загрязнителями, на которых, скажем так, образовываются эти критические точки. Сегодня нами предложено совместно с этими предприятиями к снятию 2 точки уже. Это по целлюлозно-бумажному комбинату Монди в части сокращения их выбросов. Там действительно произошли серьезная модернизация, серьезные сокращения выбросов. И это горячая точка, связанная с Воркутинским цементным заводом, с выбросом пыли. Там произведен ряд природоохранных мероприятий, установлено специальное оборудование. Сейчас устанавливается 2-я очередь пылеулавливающего оборудования. Поэтому эти точки рекомендованы нами к снятию. Значит, в начале декабря, 8-10 декабря в Архангельске международной группой будут рассматриваться наши предложения. Я думаю, значит, у нас есть все шансы, что эти горячие точки будут сняты. Другой момент, 2 горячая точка связана с отходами, с промышленными, с бытовыми отходами. Сейчас некоторые критерии, специфические критерии к определению этих точек были переформулированы. Это связано с теми, пусть и небольшими, но успехами, которые мы достигли в рамках нашей программы по отходам. Соответственно, там уровень критичности снижен, и мы будем продолжать в этом направлении работать. Но если говорить из тех оставшихся горячих точек, то это, конечно, высокое загрязнение воздуха в Воркуте, связанное в том числе и с угольной промышленностью. Это точка горячая, связанная с качеством питьевой воды по многим населенным пунктам республики. И связано со сбросом неочищенных сточных бытовых вод. Тенденция очень положительная. Сегодня в рамках программы по обращению с отходами, ну, вы знаете, площадка в Аджироме в Краткеровском районе была введена, площадка хранения древесных отходов. Вводятся еще 3 площадки: Усть-Кулом, Жешарт и Мордино. Вот. Одним из условий успешности деятельности по сокращению этих отходов является то, что природопользователи свозят отходы деревообработки, опилки, горбыль, порубочные остатки, свозят на эти площадки, и при этих же площадках организовывается производство по переработке. Сегодня мы имеем положительный пример в Усть-Куломском районе. Площадка еще не достроена, отходы, ну, я думаю, вот к концу года они сдадут уже. Но отходы уже поступают туда. Там же, буквально там в нескольких метрах от этой площадки, организован цех по производству топливных брикетов. Причем цех организован не на бюджетные деньги, а предпринимателем, который взялся перерабатывать эти отходы. Это очень хороший пример взаимодействия вложения государственных средств и частных средств. Общий язык находить удается. В первую очередь в рамках тех действующих соглашений, которые заключены между правительством Республики Коми и компаниями.
тут можно привести не только нефтегазовый сектор, и Монди, и другие крупные промышленные компании. Хочется сказать, что компании ежегодно разрабатывают и реализуют свои природоохранные программы. С нами они их обязательно согласовывают. Соответственно, мы ежеквартально знаем о том, как реализовывается та или иная программа. Кроме всего прочего, у нас есть ряд согласительных комиссий по таким вот наиболее острым вопросам. Есть ряд республиканских комиссий, которые, скажем так, не дают покоя в отношении экологии крупным компаниям. Кроме того, вот в части нефтегазового сектора хочется сказать, что и в рамках тех подписанных соглашений на правительственном уровне сегодня предварительно принято решение о формировании фонда, резервного фонда оборудования для ликвидации аварийных разливов нефти. И такую работу сейчас с Лукойлом ведем, значит, и со всеми остальными нефтегазодобывающими компаниями. Соответственно, будет сформирован резервный фонд, чтобы у нас не складывалось такой ситуации, когда есть аварийный разлив, а не хватает сил и средств, чтобы его ликвидировать. К сожалению, иногда такие ситуации бывают. Это абсолютно на добровольных началах создается такой фонд. Он будет в ведении комиссии по чрезвычайным ситуациям. Соответственно, при возникновении таких ситуаций он будет задействован. Это вот один из таких очень хороших, ярких примеров взаимодействия общественности, взаимодействия с нефтяными компаниями. Что касаемо, в принципе, в широком понимании того, как мы развиваем систему экологического мониторинга на территории нефтегазоносной провинции, то сегодня стоит вопрос о привлечении беспилотника, и мы его до конца года закроем, беспилотного летательного аппарата. Но, опять же, надо понимать, что он не может летать и везде и что-то там обнаруживать. Он должен лететь туда, где что-то уже обнаружено, чтобы оценить последствия, масштаб и прочее. Его можно использовать и при наводнениях. Вот. А в части мониторинга дистанционного здесь используется космическая съемка уже сейчас. И есть договоренности об использовании пилотируемых летательных аппаратов легкомоторной авиации. По примеру того, как это делается для обнаружения лесных пожаров. 2 пробных полета уже, значит, совершил этот самолет в Усинском районе. Могу показать снимки, кстати, если интересно. И со следующего года он начнет работать в постоянном режиме. Предварительно режим такой, что в снежный период самолет будет летать раз в неделю, 3 часа, и в бесснежный период 2 раза в неделю 3 часа, по 3 часа. Этого вполне достаточно. Объекты нефтегазодобывающей инфраструктуры мы знаем, где они расположены, поэтому будут строиться, под каждый полет будут строиться определенные маршруты и будут совершаться такие облеты. Ни для кого не секрет, что численность охотинспекторов у нас маленькая. Например, Сысольский Кайгородский район обслуживает 1 инспектор, а Карткировский, Усть-Вымский и Сыктывдинский район, 3 района, тоже 1 инспектор. То есть не хватает нам. Тогда как есть поручение президента довести численность инспекторов, охотинспекторов по всей стране хотя бы 1 единица на административный район. Исходя из этого, мы выработали решение создания нового государственного казенного учреждения. Те инспектора, которые сейчас являются государственными служащими, перейдут, я надеюсь, с Нового года в это учреждение. И это позволит еще и набрать дополнительных инспекторов. Кроме того, мы реализуем программу производственных инспекторов. Сейчас у нас уже выдано 28 удостоверений производственного инспектора. Я поясню, что это такое. До конца года мы доведем до 30. Это сотрудники тех охотничьих хозяйств, которые взяли угодья в аренду на определенный срок для ведения охотничьего хозяйства. Так вот, в границах своего охотничьего хозяйства они осуществляют контроль.
в том числе с привлечением государственных инспекторов. Поэтому это хорошее подспорье, это вот один из примеров взаимодействия с бизнесом, когда нам удается вот решать экологические проблемы. Следующий шаг — это общественные инспектора.